Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня на канале ГТРК наша передача «Литературный ковчег». Сегодня в гостях у семьи Эфендиевых-Яралиевых. Сегодня мы хотим рассказать о некоторых биографических фактах из жизни Льва Николаевича Толстого, которые протягивают ниточку, тоненькую ниточку связи между именем великого писателя и между Дагестаном. Когда страна хоронила Льва Николаевича Толстого, за его гробом шел молодой человек в кавказской одежде. Это был Магомед Сабри Эфендиев, молодой лезгин, 4 года живший в доме Льва Николаевича Толстого. Кто этот молодой человек? Кто этот дагестанец? Человек, о котором еще 3 десятилетия назад знала не только весь Дагестан, но знала вся Россия. Сегодня мы должны с вами заново открыть имя Магомеда Эфендиева. Это достояние не только семьи Эфендиевых, это достояние всего Дагестана. Итак, мы сегодня в гостях у потомков Магомеда Эфендиева, молодого юноши, который воспитывался в доме Льва Николаевича Толстого с 1908 по 1911 год находился в доме. Как оказался Магомед Эфендиев в доме Льва Николаевича Толстого в Тульской губернии в Ясной Поляне? В 1906 году в селении Ашагат-Ценит Куринского округа произошла трагедия. Во время празднования Навруз-Байрама произошла перестрелка, и в случайной перестрелке случайными выстрелами был убит житель села. Предполагаемый убийца и соучастники были арестованы. Среди них оказался 15-летний юноша Магомед Эфендиев. Особо не искали, кто виноват, и таким образом, случайно оказавшийся в этой ситуации, Магомед Эфендиев, практически ребенок, был приговорен к 12 годам ссылки. Так он оказался в Тульской губернии, в городе Крапивны. В январе 1906 года состоялся суд, и только в августе этого же года Магомед прибыл в Тульскую губернию, на место своего поселения. Он потихоньку привык к этим условиям, и так получилось, что однажды он познакомился с гимназистами, мальчиками и девочками. Они пригласили его к себе домой, и там он оказался таким образом в семье градоначальника Юдина. Заговорив с ним, Юдин понял, что перед ним очень чистый мальчик, очень исполнительный, очень аккуратный, очень ответственный. И он стал часто приглашать его к себе домой, давать ему какие-то поручения. И однажды, когда он вместе с мальчиком выехал в Щекино на почту, он показал мальчику 2 всадников, приближавшихся к ним, и сказал: «Запомни этот день навсегда. Ты видишь Льва Николаевича Толстого». Так он впервые увидел великого писателя. Лев Николаевич Толстой обратил внимание на мальчика и спросил у Юдина, кто этот человек. Когда ему сказали, что это дагестанец, он заинтересовался, подойдя к нему, спросил: «Ты из Дагестана, ты кто? Аварец, кумык, лезгин?» «Лезгин», — ответил мальчик. Заговорив с ним, Лев Николаевич задал ему вопрос: «Ты грамоту знаешь?» «Нет», — ответил мальчик, — «меня учил брат писать по-арабски, у нас только богатые грамотные». «Ты хочешь учиться?» Ответом был вспыхнувший взгляд, радостный взгляд мальчика. И Лев Николаевич Толстой попросил, чтобы этого мальчика дали ему на поруки. И уже через 2 дня за Магомедом Эфендиевым приехал сын Льва Николаевича Толстого и забрал его в имение. И так началась новая жизнь Магомеда Эфендиева. Надо сказать, что историческая встреча произошла в день его рождения, 25 сентября 1907 года. И так фактически это действительно было началом новой, другой его жизни. И вот сегодня вы видите здесь у меня на столе лишь небольшая часть тех документальных материалов, уникальных материалов, которыми располагает семья Эфендиевых. Прежде всего, это сами дневники мальчика, юноши, которые он вел, находясь в доме Льва Николаевича Толстого. Это уникальнейшие материалы, где ежедневно, аккуратно он записывал все, что происходило в доме, разговоры, мысли, размышления. Таких томов несколько рукописных. Есть еще одна книга, также дневник Магомеда Эфендиева. Все это сейчас принадлежит семье Эфендиевых. Сегодня мы в гостях у внучки Муминат Эфендиева-Яралиева. Здесь рядом дружная семья, не вся, правда, но в основном молодое поколение здесь, которое бережно хранит все ценное, то, что связано с именем Льва Толстого. И, конечно же, внучка и ее сестра Салминат, Гульнара, Джамиля, ну,
Так, Магомед, который носит, это тоже внук получается, да? Внук, который носит имя дедушки, безусловно. Главный герой, можно сказать, потому что сохраняется вот так память о вашем замечательном прадеде, деде, дедушке, да. Ну, здесь перед нами мальчик Эдгар, это его уже правнук, праправнук, правнучка Лера и праправнучка Марьям Шамсия. Дедушка, конечно, очень чтил, любил Льва Николаевича и жил его именем. И все время он говорил о нем, вспоминал, писал, что вспоминал. Вот. Он то, что видел все там, он запечатлел на картинах. Вот. Толстой его учил, чтобы нанимал учителей. Дочка Толстого его научила писать, читать. Софья Андреевна помогала во всем ему. Она его как сына берегла, уважала, любила, помогала во всем. И всем все время подсказывала, что делать, как делать, чтобы Магомеда не нагружать, чтобы он учился все время. Вот. Сын Толстого, Лев Львович, его учил рисованию. Это вообще тогда трудно сказать, Да. что он находился у них дома для исполнения каких-то там домашних работ. Нет, Он нет, жил нет. полностью как Он полноправный член семьи. Но он стыдился, что он ничего не делает. Он говорил, иногда между чтениями, писанина, я хочу чем-то заняться, работать. Скажите мне, чем мне заняться. Это была его форма выражения Да, признательности. признательности, да. И они ему сказали, вот, работай егерем, смотри за территорией. Вот. Но это не главная его работа была, а то, что он просил его, вот так вот они сказали, занимайся делом. И он очень это выполнял добросовестно. Вот. Между этими он читал. А Толстой, когда встречал его, то в доме, то в саду, в огороде, там во дворе, везде он обязательно так его с любовью спрашивал, как твои дела, Магомед, как ты себя чувствуешь? Вот, да, голубчик, голубчик, он, да, он его называл голубчиком. Он говорил, смотри, это самое, обязательно учись, читай, не забывай. Вот все остальное ничего не бери в голову. И когда бы не встречал Лев Толстой, всегда он в первую очередь спрашивал, ты написал родным, что ты жив, здоров, что у тебя все хорошо. Он обязательно у него спрашивал, как твои родные поживают там, какая погода в Дагестане. Я, говорит, бывал там, я знаю, что сейчас, наверное, у вас тепло, а здесь вот холодно. Когда он увидел Толстой первый раз, этого дедушку, так он его сразу забрал к себе. Он понял, что он искренний, правильный, хороший, не испорченный мальчик, что он не виноват ни в чем. Для нас интересна вот ваша история вашего деда тем, что раскрывается для нас вполне образ самого писателя. Да. Его чуткость к людям, его внимание. А ваш дед именно этот урок вынес тоже из Очень опыта. даже, да. Внимание, Вот, любовь к книге и постоянная работа над собой. абсолютно. Он никогда никуда не самое. В свободное время он от работы тут же шел читать. И он говорил, я эту книгу прочитал. И Софья Андреевна тоже следила за его. То есть Лев Толстой стал духовным учителем для Да. вашего деда. И вот Да. эти приобретенные Воспитанником тогда его. навыки он перенес Да. на всю свою Он дальнейшую же был жизнь. неграмотным мальчиком, когда попал. А он вышел оттуда, вы видите, и стихи сочиняет, и книги стал писать, и рисовать. Он и на толке даже стях оттуда выработал, когда оттуда приехал уже. Он за это короткий срок, он ему всего научил. Как отец на самом деле. Встреча с Львом Толстым практически полностью изменила его жизнь. Да. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, поскольку он оказался на чужбине, в тюрьме, в тяжелых условиях. Он даже в стихах он говорит, кем он ему был. Прочитайте, если можно. Навеки в сердце ясная поляна. Прощай, отец, учитель дорогой, я унесу в аулы Дагестана твой образ незабываемый, Лев Толстой. Забуду ли голос задушевно милый, свободы солнце осветила Русь. Ты ждал свободы, над твоей могилой твоим заветом верным быть клянусь. Сын гор, я не рожден быть стихотворцем, но я твоим вниманием окрылен. Я передам всем дагестанским горцам из глубины России твой поклон. Меня ты принял, приласкал, как сына, и дал совет мне в жизни золотой. Ты вечно будешь жить в душе лезгина, отец, учитель, мудрый Лев Толстой.
А вот еще научные, какие слова, какие он про него писал, сотрудник, старший научный сотрудник Государственного музея Толстого Алексей Китлов, лезгинскому другу Льва Толстого, Эфендиеву Магомеду Гамидовичу. Очень хорошие слова. Сегодня в блеске солнца золотого, здесь под московским небом голубым, старик Лезгин вдруг вспомнил Льва Толстого. Когда-то Лев Толстой встречался с ним. Он мальчик был, теперь его седины сверкали мудрым старым серебром. Толстого любят русские, лезгины. Они с любовью посещают дом. Музей-усадьба самого Толстого, где создавался им Хаджи Мурат, нам всем дороже клада золотого и его творение гениальных ряд. Дорогие зрители, есть такая замечательная книга Магомеда Эфендиева, которая называется «Я знал Льва Толстого и его семью». Книга эта вышла в 1964 году. Вот эта замечательная книга. Сейчас это уже библиографическая редкость. Я думаю, мы можем обратиться, и надо обратиться к правительству республики, чтобы эта книга была переиздана, потому что ценность ее бесспорна. А кроме этой книги семья располагает дневниковыми материалами. Это, по сути, рукопись, отдельная рукопись, которую... Это в сокращенной форме создали. Это книга в сокращенном виде, да? А рукопись его воспоминаний, она готовилась к изданию. Да. И, насколько я знаю, она была сдана в Дагестанское книжное издательство «Рукопись», и он со дня на день перед смертью ожидал выхода этой книги. Да. К сожалению, книга не вышла, а когда вы встречались... Мы послали письмо, вот книга должна издаться, все. Они нам сказали, он перед смертью забирал. Таким образом, книга в итоге не издана. Не издана. А в рукописи имеются бесценные, Да. и я просто не могу понять причины, по которым столько лет такой ценнейший материал остается невостребованным и неизданным. Я думаю, что мы должны будем обратиться с просьбой к правительству республики в том числе, может быть, к каким-то еще книгоиздателям, но нашим дагестанским, потому что это наследие должно отсюда получить свое распространение, с просьбой подготовить эту рукопись книги и издать ее. Да. Эта книга должна быть, эти материалы, которые мы здесь видим, дорогие друзья, Да. это наследие, которое должно принадлежать всему миру и, конечно же, нашей стране. Вот скажите, из все материалы, которыми вы располагали, вы смогли все сохранить, то, что передал вам ваш дедушка? Нет, не все, потому что очень многие люди приходили, интересовались, брали и не приносили обратно эти материалы. Вот пусть зрители наши посмотрят, это лишь часть, небольшая часть публикаций, которая была в центральной прессе, в дагестанской прессе, посвященной как раз Магомеду Эфендиеву, его судьбе. Это было целое паломничество, это был знаменитый дом Магомеда Эфендиева в Билиджах. Вся страна знала о том, что он был воспитанником Льва Толстого и о многом может свидетельствовать, тем более человек, который жил внутри его семьи, жил на правах члена семьи, и как никто другой может воспроизвести для нас бесценные черты Льва Николаевича Толстого, какие-то подробности его жизни, жизни его семьи. Я хочу, чтобы вот сейчас вы, просто используя эту возможность, обратились просто вот по нашей передаче и сказали, кто, у кого в руках сейчас находятся самые ваши ценные экспонаты, вы считаете? 80 писем у нас взял, как вот его, Садыки. Он работал в Дагестанском университете. У нас есть письмо от ректора Билалова, Абилова, чтобы отец, чтобы дал ему для его научных трудов материалы в архивах дедушки. Рекомендательное письмо, да. Это письмо сохранилось, я вам покажу. То есть ее. 89 да, или 80 писем? Да, с лишним писем. Я это письмо видела, где вот написал, я забираю 80 писем, я такой-то, такой-то. Я хотела бы, конечно, чтобы они вернули, увидели эту передачу, чтобы вспомнили, что они брали у нас, и вернули. Будем надеяться, если, в частности, мы не знаем, как именно зовут садыки, потому что это большой, наверное, народ, большая семья, и если кто-то нас слушает по телевидению, большая просьба обратиться к представителям этой семьи, чтобы они нашли следы, где находятся эти письма, какова их судьба, и сделали все, чтобы эти письма вернуть в семью. И еще часть писем у вас была передана С. Алиеву, написано в ваших материалах. Кто это? 89 писем, я его не знаю. Мы-то детьми были, не знаю, кто это взял, и вот не вернули. То есть около 200 писем на сегодня Утеряны, они представляют большую историческую ценность. Мы очень надеемся, что после этой передачи где-то следы этих писем всплывут.